Miga așa, o să ce pumitași chici, cum ti le dăsă? E așa la cum? Mai e, da? Очень красиво. Mai e, ce vrei să faci? Mai știu nouă. Se tu veu que então. Oi? Bun. Haide, orice. Marta, dă-mi că mă orice că mă. В нашей библиотеке очень рады встрече с вами, долгожданной встрече. Вы, наверное, сами заметили, мы очень долго ждали всех гостей встречали с песнями, уважительно, так как принято встречать гостей удмуртского народа. Я с удовольствием предоставляю слово директору нашей библиотеки Савиновой Наталье Александровне. Честь буресь. Дорогие земляки, уважаемые гости, мы очень рады, что вы сегодня приехали, пришли к нам в библиотеку, на наше мероприятие. У нас сегодня очень значимое событие. Я думаю, что и в истории, наверное, не только нашей центральной библиотеки, и в истории всего Каменского городского округа. Мы сегодня открываем уголок национальной удмуртской культуры. То есть мы надеемся, что вот сегодняшнее мероприятие будет не единственное, а это будет начало большой работы, прежде всего целенаправленной работы библиотеки, нашей центральной библиотеки нашего района. Я за это уже ручаюсь, поскольку руководитель, я отвечаю за работу, за деятельность библиотек. Ну и в дальнейшем в наших планах это создание Центра национальных культур. Библиотека всегда была центром толерантности, территорией толерантности. Здесь мы храним культурное наследие всех народов. То есть у нас вот печатная, значит, продукция, печатная культура хранится. Сейчас с вашей помощью мы будем, наверное, хранить вот эти экспонаты. Тоже это сувениры пока, значит, удмуртской культуры. Значит, надеемся, что к нам будут подарки сделаны и другими национальностями. Ну что, я хотела бы вам пожелать получить сегодня удовольствие от погружения в богатый мир удмуртской культуры. Первое, что слышит человек после своего рождения, это слова матери на родном языке, колыбельную песню, которую она поет на родном языке. И язык, в общем-то, является главным отличием народов, правда? Вот кроме, конечно, уже материальной культуры, предметов материальной культуры, таких как национальный костюм, национальные какие-то блюда, обычаи, традиции, это уже потом. Но самое первое, что слышит человек, это речь. И вот я сейчас вам предлагаю послушать стихотворение на удмуртском языке, которое... это Ольга Владимировна. На русском языке Алевтина Николаевна прочитает стихотворение. Поля, и луга, и тропинки,
и гулы, и звоны, и тишь. Удмуртия, жаркой кровинкой ты в сердце России горишь. Желанное сделалось близким на веки веков, не на час. Ты в ярком букете российском, цветок золотой и талмаз. Народному братству не тесно, под крыльями алых знамен. И если вся Родина песня, ты с песней той гусельный звон. Нас в жизни никто не осилит, все крепче, все выше страна. Ты в силе могучей России, как Волга большая волна. Поля и луга, и тропинки, и гулы, и звоны, и тишь. Удмуртия, жаркой кровинкой ты в сердце России горишь. Нежная ревнива красна, белая береза грустна. Отчего на сердце печаль? Все гляжу в эту даль. Ах, какая здесь тишина, понимает только она. Здесь мои леса и поля, здесь моя родная земля. Здесь красотой неповторимой, здесь край мой милый, край любимый, здесь край удмуртский, край родимый, здесь. Республика Удмуртия – это красивейшее место в России. Здесь много подземных водных источников, и более 7000 родников дают начало малым рекам, благодаря чему ее называют родниковый край. Удмуртия расположена в восточной части русской равнины, между реками Вятка и Кама. От столицы Удмуртии города Ижевска до Екатеринбурга 800 километров, а до Москвы 1129. Республика Удмуртия награждена орденом Ленина в 1958 году, Октябрьской революции в 1970 и Дружбы народов в 1972 году. Дата образования Удмуртской республики – 20 ноября 1920 года. Площадь республики более 40 тысяч квадратных километров. Среди республик Российской Федерации она занимает по площади 11 место. Удмуртия простирается с севера на юг на 270 километров, а с запада на восток на 180 километров оружия. Были приглашены механики, строители, до 200 зарубежных специалистов-оружейников, в том числе бельгийцы, французы, немцы. Изделия оружейников и металлургов уже в 50-х годах XIX века приобрели всемирную известность. Современная Удмуртия – республика с развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. Здесь насчитывается более 300 промышленных предприятий. В республике высокая концентрация оборонных предприятий. Основные отрасли промышленности – машиностроение, металлообработка, черная металлургия. Открытый в 1807 году завод «Ядро Ижевска». На его базе выросли основные промышленные предприятия города. За 2 века город-труженик, город-завод приобрел славу оружейной кузницы России. Начальником вновь созданного завода в 1807 году
был назначен Андрей Федорович Делябин. Ему возведен памятник. А вот такого памятника нет нигде в мире. Есть памятники отдельным конструкторам, но чтобы памятник профессии оружейнику, такое впервые. Торжественное открытие памятника состоялось 4 августа 2007 года. Это событие было приурочено к 200-летию Ижевского оружия. Мы учимся. В 3 классе мальчики и девочки не знают скуки, собирают знания и работают. В школе есть и музей. Приходите посмотреть, все мы вам покажем. Вы не захотите уходить. Сіська котик будичком. Мартюш поселок Крим. Сіська котик будичком. Мілі млин у мой татин. Шудічком, дишечкічком. Кюнтіби класами. Нильясми напіасми. Мозмане собалило. Вісь люкало, лужало. Музей на дитини. Ликте алілочкини. Ванцемі возьматоми. Ты учи, да кошками. Вот видите, ваши аплодисменты еще раз говорят о том, что насколько приятно слышать родную речь из уст подрастающего поколения. А Ольга Владимировна, бабушка Юрина, я вам Mon video udmurtiamen тоже udmurtiosyan. Скот морение нуайзо крат федерало дучамен. Кидисо на матяништа. Кинекельтишком кого оставляем? Яблоня после себя оставляет яблоко, малина оставляет малину. Но ж мы, удмурты, скромные рабочие люди, поставляем русских детей. Давайте вспомним привычки удмуртские, как можем работать всеми людьми хорошо. Давайте поговорим от всего сердца по-удмуртской, к чему мать научила. Сейчас на удмуртском. Яблок пуас интияз, яблок секенте. Емеш пун ас выжьяз, емеш пуй пушите. Асмеос на удмуртьоз, восте мужашкалык йоз, кельтишком палес муртмес, дючомен пиналес мес. Вай вылиш то девайом, вай удмуртчан мес, ужат ныбгатем мес, коткинен но тупан мес. Шулмамы пуромы, ой давай мы верашком, ладладик удмурт кылын, вордишкем анай кылын. одно предложение. Ага. Коть путкалыклен аслаз ворскем шайере звань, а смелен ворскем шайерну удмуртия. У каждого человека есть своя маленькая родина, а наша маленькая родина является Удмуртия. Озер удмуртия асмелен на пяти родинах. Такын тынак асла дюртет, асла дуранет, лутлет, ваньмысо тынет мусону дуно. Здесь твой дом, своя улица, деревня, все это мило и дорого. Татыну гостынак ана ятает, эшьёсыт, гурткалыкедуле, но что шана, пяти дырят голиквыт бизиле муземет. Здесь живут наши родители, родственники, друзья, где бегали босиком по родной земле. Татын вашкала грешен удмуртьосуло, удмурт шамен верашко, удмурт калыкен, нимынызик верамын шаермыно, удмурт шаер, удмуртия элькун, соик тынат родинает. Здесь живут и разговаривают испокон веков на удмуртском языке удмурты. Родина удмурта – Удмуртия. Так приятно, да, для слуха всех, кто это знает, слышать вот свой родной язык, а кто не понимает, еще и перевод. Очень хорошо. Да. И следующее, тоже на двух языках мы вам представляем загадки и пословицы, вопросы викторины. Ну, я маленькую только. Да, несколько буквально. Чтобы не задержать. Мероприятие пробное, поэтому вы нас поймите. Ага. Все из бумажек. Строго Ага. не судите. Вот калык вераля в удмуртсамен, то это, работа есть, хлеб есть. Правильно? А удмуртсамен сейчас верало. Так что. Ужвань, няньновань. Çok çeşko etsem ama bu da
по источнику. Деревья богаты плодами, а человек работает. Вот. Деревья как плоды дают, а они уже не нес. Может, наоборот, по-удмуртски читать, там, а вы будете, не понимаете. Нет уж, вы прочитайте на удмуртском, потом перевод, да, на русском. Да, вот так лучше Нет, я по-русски написала. Работа человека красит. Уж, а я местом я. Вот, Вот, кто знает, пожалуйста, давайте. собака друг человеку. Правильно. Вот. Мама словами ругает, а сердцем любит. Она тышкашке, но шумını серата. Мать всегда любит. А хоть как будет ругаться, все равно в ней сердце больше болит все время за ребенка. Вот. Теперь загадки. Целый день на ногах ходит, а вечером на жердочке сидит. Лунгут ветле подвелась, а уйлы пуксе жмальме. Палка вле. Курек. Петух как прямо. Атас. Тело железное, хвост нитки. Иголка. Зимой блестит, а весной тает. Так, уже не буду переводить. Переводить надо, может, часть людей не понимает. То теля, а тулыс шуна. Снег, лед. Мясо съели, шкуру бросили. Масло не маске. Сильвесимы, а марымзе кушкины масло. Апельсин, да все можно. Нет? Ну, что я тебе сгад буду тишком, но социалист верам. Сами картошка. 100 одежек, а холода не любит. Щупалась 50, но все равно хынме. Ну все, спасибо. Сейчас я предоставляю слово Ольге Тимофеевне Шамшияровой, Центра удмуртской культуры Свердловской области, Урал-Финеш. Она нам предложила показ, презентацию удмуртского национального костюма. Очень интересную, да? Дечь Бурящ, добрый день. Удмуртская одежда очень разнообразна. Даже в соседних деревнях отличались они друг от друга чем-нибудь. Еще в 50-е годы прошлого века на работу, на ферму, в поле удмуртские крестьяне ходили в нарядных костюмах, народных костюмах. Потом, когда в магазинах появились уже ткани разнообразные и одежда готовая, сшитая, вязаная, перешли на общероссийскую моду уже, как мы сейчас вот ходим. Удмуртские народные костюмы я бы разделила на 3 части. Это одежда из сукна, которого у меня нету, я не могу и показать. Это домотканные платья из льна, вот, которого у меня их очень много. Вот это вот домотканное, самотканное из льна. Вот это вот. И вот это. И на мне тоже так же вот. Можете на ощупь, в общем, потом пощупать меня. Извините, перебью. Это не из льна, наверное, у тебя. Это кижи швовалажда. Лен. Нет, это у тебя лен. Лен. Это лен. Вот это лен тоже вот. Очень круто. Да, давай. Значит, у нас опытный эксперт есть, не даст мне. Не то, что я эксперт. Да, обмануть не дадут. Лен смешку с этим, с фабричным. С фабричным. С фабричным смешу. Но присутствует все равно лен. Да, Да? да. Вот это что? Это уже чистый И лен. там тоже вот. Это тоже, Да. это тоже лен, да. Да. А вот это перемешку. Перемешиваю чуть-чуть. Да. Смотрела и Да. Правильно, это очень хорошо, что вот это. Ага. И из современных тканей. В основном это в красное и в клетку. Это вот могу показать вот у Вали, вот у Васи в клетку, у Наташи. Вот, ну вот поднимитесь, покажите себя. Вот у Георгия. В основном вот удмуртские платья вот в клетку. Из удмуртские платья шьются вот в клетку.
именно с удмуртскими, ой, с красными в клетку. Что-то я запуталась. Спасибо. Подожди. Куэмдерем, это домотканые, да, вот именно домоткани, вот эти ткань. Потом сшили из нее платья, сохранились до наших дней. Это я уже наглядно вам показываю, что в самом деле сохранились не только в деревнях, даже в Екатеринбурге. Это лично мои костюмы. Это я их где-то приобрела за деньги, где-то мне подарили, и где-то сохранились как бы от родителей что-то. Так, сейчас. Орнамент узорного ткачества удмуртов передавался из поколения в поколение. В узорном ткачестве удмуртов заметны определенные территориальные различия. На севере республики оно тесно связано с культурой родственных финно-угорских народов, на юге с тюркским искусством, первоначально с булгарами, позднее с татарами и Башкирией. Вот северных удмуртов мы издалека увидим в белых костюмах. Северные удмурты, вот издалека можно ее увидеть. Вот она сама, северная удмуртка, вот она такая яркая, белая, красивая. Это игринская, это кез у нас. Это, конечно, у нас сценические, но это... А вот домотканые, как бы, вот у них раньше какие были. Тоже белые, красивые. Так. Орнаменты, выполняющие функцию оберега. Вот в каждом костюме, даже не только вот в этих, да, вот орнамент тут есть. И вот и у Светы, вот и у Алевтины, вот они орнаменты, вот эти рисунки. Надо было уйти сюда показать. Ну вот, даже встать, показать, это все можно. Да. Видимо, вот именно с красным орнаментом они выполняются. Вот. Орнамент, выполняющий функцию оберега. Они вот вышиты красными, синими, желтыми нитями, в общем. Они для чего? Они как оберег идут. Чтобы щиммедазущуса, да, вот в первую очередь человек куда смотрит? Вроде на человека смотришь, а глаза идут все равно на красоту, значит сюда идет сюда. С глаз туда уходит. С глаз, значит, у тебя тяжелый, легкий, в общем, чеберщи монотоночки шкод, яратасаучки шкода, на эти орнаменты уходят, в общем. А и суадямилыщи мукушне. Суэник сон татын чебер, татын татназно, в общем, везде. Сень чебереш, вот тут И вот эти вот даже, вот татын даже с бубенцами, это современное, вот они даже сделаны с бубенцами, да. У меня как бы получается полусовременное. Есть тут и вот и совсем старинные монеты, и современные. Они в первую очередь тоже также притягивают взгляд. И во-вторых, они еще и звенят, когда мы танцуем, прыгаем, да, это получается, мы друг от друга отталкиваем нечистую силу. Серебро еще. Ну и серебро как бы защищает человека. Спасибо большое. Так, узор лягушка удмурты вышивали на костюме невесты. Как считает этнограф Владимир Владыкин, культ утки зародился в древние времена. По поверьям, утка участвовал в творении среднего мира, ныряя на дно мирового океана и принося в клюве землю. Человек-утка есть и на гербе республики. Хотя мы сейчас говорим, что это лебедь. Нет, это утка. Вот она. И в женском образе, это женская утка. Там есть герб, вот видно. Где-то тут вот. Да, вот там. Ну, мы тут тоже смотрели. Она как-то вот, орнамент идет некрасиво, не подготовилась. В общем, вот так вот она. Этот орнамент в костюмах вышивается. Вот она, вот она. Вот она. Вот она. Вот так и вышивается. Вот это вот узор утки. Короче. Да. Вот и нашли. Можете посмотреть. Цветовая гамма южных удмуртов сочная, ярко-бордовая, в клетку платья, пестрый фартук с многочисленными узорами. Вот
Это у нас сейчас Валя покажет. Современное платье уже в клетку. И вот у нее узоры, вот очень это, только в одну строчку, но в основном она вышивалась вот так, как у меня. С многочисленные, разные, чтобы они вот были. И у меня вот тут вот тоже есть. Это уже льняное платье, да, вот удмуртское, тоже с удмуртскими узорами. И вот фартук к этому же, этот фартук лично я сама шила и сама вышивала, кстати. Могу похвастаться этим. Самое ценное в них — это ручная работа. Это вышивка, да, вот. И вот тут вот вышивки вот. И тут тоже, как вот на мне, да, это все ручная работа. И там, и тут домашнего качества ткань и вышивка как бы. В первую очередь она соткана как бы вручную, потом сшита, потом еще и вышита, чтобы красивее было. Главное украшение маниста из серебряных монет. Опять же возвращаемся к этим монетам. Вон у Вали и у Вали еще побольше. У меня опять то же самое. Так, на голове нарядный платок у всех. Что у северных, что у южных, что и у башкирских удмуртов, что и у удмуртов из Татарии, и из Марийской республики. У всех как бы это платок красивый. Валя, не уходи, сейчас будешь показывать. Ладно? Налобная повязка бывает разная. Вот у Вали тут с бисером сделана. Вот это вот налобная повязка с вышивкой. Вот она вышита. Так, укотук называется вот эти вот подвязки. Так, еще у кого? А вот из бисера, да? Ну, у меня с манистой вот тут вот как бы. Так, айшон — это головной убор сверху. У нас такого айшона нету. Айшон доходит, он высокий бывает, до 35 сантиметров. Вы, наверное, видели вот ансамбль айкай, у которых вот эти вот именно айшон — это высокие, конусообразные. И это айшон называется. А сверху айшона называется, одевается головное покрывало щулык с вышивкой именно вот. Это у Зои, наверное, было. Да, да. Потом, в основном у северных удмуртов вышитый женский нагрудник. Вот у них вот именно почему-то вышитый. Больше ни у кого я не видела, не знаю, может быть. Именно вышитый нагрудник вот тут вот. И он называется кабачи. И разные, с разными орнаментами, и каждый орнамент чего-то обозначает, конечно. Это даже вот эти орнаменты передаются из поколения в поколение. Там, скажем, бабушка маме передает своей дочери. Это передается из как бы наследственное, что ли? Не наследственное? Наследственное, да? Именно вот родственное получается уже. Вот у этих родственников вот такой вот именно узор. Вот. Так, знак рода. Юрше, женский головной убор удмуртов, калмезов. А шапка с раковиной, вот, покажи, Валя. Шапка еще украшена с раковиной, с вышивкой и с монетами. Это тоже моя работа, кстати. И сейчас молодые очень любят на себя одевать вот такие вот украшения в Удмуртии, да ведь? Они бывают разные, и без украшения, и без монет, и только раковина, или наоборот, только монетами. Ну вот у меня вот такая, в общем, получилась. И она как-то еще называется где-то такья, даже вот я прочитала, где-то в каких-то краях она еще называется такья. Такья у нас детская, детские вот эти. А, детская, да? Детские чепчики у нас называется такья. Ну вот, видите, вот оказывается, вот именно. в северных такья. Вот, ну правильно, значит, я не обманываю вас. Так, и вот это еще хочу показать. Это просто показывает, что у мужчин... это я вернусь еще к этому. Так, у южных удмуртов цветовая гамма состоит в основном из 3 цветов. Сразу заметили, да, это вот. Больше всего красный, что означает красивый.
Во-первых, солнце красное, во-вторых, цвет огня, зари, родной крови, которая сближает всех членов рода и символизирует связь поколений. Белый означает материнское молоко, а черный – это цвет земли. Цветовая триада красный, черный, белый, именно эти три цвета присутствуют и на гербе удмуртов. Мы смотрели сегодня герб, да, вот. Хотела значок одеть и забыла. И на флаге, и в костюме. Это цветовая гамма идет. Валя, спасибо. Так, а на шерстяных чулках тоже вывязываются геометрические узоры. Я не могу показать, у меня своего как бы нету. Ромбовидные и крестообразные фигуры, присущие символике национального костюма. Лапти по-прежнему плетут из лыка. Сегодня их уже в Удмуртии не носят, и в других местах тоже не носят, но в каждом доме они есть, бывают. Они еще и женские, и мужские. Так, Это не Коля. вот. Мы И... вам подарок это принесли. Было два, стало три. Как хорошо. Это уже, ну, демыр, вообще уже, качешами шамен уже, да? С башкирских удмуртов, да? Да, это получается, буду хвастаться, это из Башкирии. Та из Пермского края. Вот я даже буду сейчас объяснять и говорить. С Пермского края, да, вот они не очень отличаются, но все равно есть. Да. А это вот Малопургинский район, именно Бобяуча. Вот одна женщина ко мне подошла, я как раз, мы на Герберт поехали, после праздника подошла ко мне и говорит: ты откуда приехала? Я говорю: с Екатеринбурга. Купи у меня лапти, навечно на память останется. Я говорю: давай. Вот я купила. В общем, я показываю. Вот они еще какие бывают. Как необычные. Тапочки уже. Да. И они еще бывают мужские, женские. Ну вот сейчас я соврать не могу, потому что я не могу объяснить, не потому что говорили было, но в следующий раз я вам это все конкретно правильно расскажу. Мужских поглубже вот это бывает. Да. И нос вот здесь вот по-другому связано бывает. Вот это чисто на легкое. Это косить именно летом. Но мне мы сейчас тапочки же одеваем, а вот у них вот на легке связано. А мне объяснили по этим вывескам. Женское и мужское какое, чем отличается? Да, есть. еще вот, ну, Тут их специально с такими узорами, есть плетение узорами. На наряд, на работу и на мужчин, и на женщин. Да. У мужчин могут быть однотонные, а у женщин могут быть нарядные. Вот что. Да. Вот. Ну вот слышала. Они в основном плетутся из шерсти приденной или сольна, лен. Ну, чтобы не такие жесткие были. Нет, это уже современный, да. просто показной. Да. Это бона. Да, бона, это лыка, вот из лыка. Из вот лыка, это. да. Как они называются, вот эти веревочки? Называются как? Кут-гоза. Кут-гозы, да. Веревочка, обыкновенная, так и называется. Завязочки. Так, про мужскую одежду чуть-чуть. Лапти веревочные. Мужская одежда состояла из рубахи, косоворотки, туникообразного кроя с невысоким стоячим воротником. И ее носили с плетеными или кожаным поясом. Вот это вот, конечно, потеряно, растеряно, надо бы ее вернуть тоже. Головными уборами были вяленая шляпа, вот что я ей принесла. Это у меня не вяленая, вот она наподобие, вот сама форма, вот она вот такая вот была. Я просто принесла как бы вот показать форму вяленая, вот такой образная. Шляпа или овчинная шапка. Ну, овчинная шапка до наших времен еще сохранилась. Мне кажется, эта овчинная шапка вообще она современная. Мы в Москву ездили, даже в Москве ее носят. Одна ухо торчит и считая себя крутым, в общем. А обувь, лапти, сапоги и валенки. Ну, конечно, сапоги и валенки до сих пор. Это считается и тепло, и мягко, и современно. Мужчины носили кожаную сумку, которая называется тылдурсы. Вот именно
держали там огниво, в общем, ну, и другие вещи, что вот надо мужчине, куда-то положить надо, именно держали в этой сумке. Это назывался тыл дурсы. Удмурты чтут свои традиции, отмечают национальные праздники. В праздники одеваются в национальные костюмы. Платье ценится тем, что оно из домотканной ткани. У многих удмуртов есть станочки дома, но любой может прийти в центр ремесел и соткать ткань или купить готовую любую деталь народного костюма. Это в настоящее время, мы это уже убедились, ездили в Удмуртию, где мы только не были, в каком только в доме ремесел не были, мы сами лично видели, как это все делается, как узоры, в общем, образовывается. Это очень непросто, так скажем. А станки, мне кажется, это у многих сохранились. Сейчас откуда в основном это дорожки. Вот. Лично вот у меня, у моей матери тоже есть. И я хочу научиться это сама. А у городских... Ну, я хотела, во-первых, подарить все, что осталось от нашего клуба, потому что наш клуб закрыли, и я принесла вам книги, вот книги, журналы, здесь газеты, все у нас сохранилось, все я вам оставила. А вот спасибо большое. Не принимать. Кого принимать? Вот еще у меня есть такой. Вот уголок и буду выше директор. У вас уголок сразу было видно. Я сразу правильно. Спасибо большое. Да. Дары щедрые. Еще вот костюм мужской и женский. Сейчас еще говорила. Это все правда. Спасибо большое. Будем хранить наши дети, внуки. Ну подарки, вот да, я вот, конечно, не принесла 2 штучки. Давайте я вам подарю вот самый крайний, белый, потому что у меня еще одна есть такая, поэтому не лежат. Да. У вас вот будет. Да, у нас же еще музей. Снимайте быстрее, а то заберет обратно. Здесь у вас северные удмурты живут, так им оставим. А северные, Да, вот и оставим этот халатик такой. Пользуясь случаем, я тоже хочу свой маленький удар внести в вашу библиотеку. Наш удмуртский уголочек. Поковырялась у себя в архивах. Это привезено с Удмуртии. Каждый раз еду домой себе в отпуск, вот когда обращаюсь в книжные магазины, они говорят, а мы не продаем, а у нас их в продаже нету. В следующий раз приезжаю, спрашиваю, а мы знали ведь, что вы приедете. Они готовились, да, закупились. И вот несколько штучек я приобрела, как бы это ваш уголочек, пожалуйста. Это уже на языке нужно, я думаю, нам поможет. Наш ансамбль будем изучать. Спасибо большое. Я тоже вчера была буквально в 200 километрах от Удмуртии, душа и рвалась, когда в Пельмино, я же говорила девочкам, на ЖД вокзале была объявлена электричка Пермь-2, Болезина. Так что тоже я с Болезиной, поэтому все это мне близко и очень спасибо, что вы приехали. И такие подарки, я думаю, что все будет храниться в музее. В музее частично Нина Григорьевна уж так, конечно, будет передаваться по мере накопления в нашем уголке, да. Эта экспозиция будет меняться. Спасибо большое за подарки. Гости из Башкирии, целая делегация, я с удовольствием представляю. Главный редактор Альфит Геннадьевич Зайноков. Я вам всех перечислю, а потом вам слово, да? Ирина Мулаяновна Самигулова, специальный корреспондент. Очень приятно. Алексей Витальевич Самирзянов, фотокорреспондент. И Лилия Зидияровна Гараева, сельский корреспондент. Пожалуйста. Здесь будет уважаемый сейчас. Ми Башкирич пусть Саламен выйдет из рода. Таня представить корзину личного.
делегация. Здравствуйте, дорогие друзья. Наверное, здесь на русском говорить надо, да? Все не понимают, наверное. Да. Да, если не трудно, чтобы все Конечно, поняли. конечно. Мы приехали с Башкирии, с вот такой делегацией, которая была представлена. Нас позвали сюда на открытие вот этого мужского уголка в библиотеке. Это очень отрадно для нас. В Башкирии живет около 21 тысячи удмуртов. Это немало и немного, конечно. Поэтому вот сразу хочу сказать, что в Башкирии разговаривают, изучают удмуртский язык, разговаривают на удмуртском языке в семьях, где живут удмурты. У нас во всех школах, где живут удмурты, изучают удмуртский язык, есть уроки. Поэтому, наверное, и вот газета есть у нас на удмуртском языке. Это единственная газета в мире, можно, наверное, сказать, в мире, ну, кроме Удмуртской республики, за пределами Удмуртской республики. Это единственная, которая выходит за пределами Удмуртской республики. Есть, конечно, в Татарии газета, но это районная газета, дубляж идет там. А это республиканская газета. Мы на страницах нашей газеты мы рассказываем об удмуртах, живущих в Башкортостане. Также, конечно, у нас есть соседи, Пермский край, где живут, если я не ошибаюсь, около 36 тысяч удмуртов в Пермском крае живет, больше, чем в Башкирии. Мы с ними, конечно, добрые соседи, на страницах газеты они тоже появляются. Появляются, конечно, не без этого и с Удмуртской республики статьи. Есть у нас хорошие друзья в Удмуртии, писатели, артисты, рядовые люди, так скажем, с которыми мы контактируем. Ну, что хочется сказать вот насчет изучения удмуртского языка. Ну, конечно, в последнее время нужно отметить, что часы сократились на родные языки тоже, потому что, сами знаете, ЕГЭ по русскому языку, по математике, это конечно, больше стало часов русского языка, как если я не ошибаюсь. Поэтому сокращение есть. Вот если затронуть Пермский край, конечно, там вообще оставили только факультатив. Часов нету русского языка. Вот мы бы хотели, конечно, вообще-то мы вот на странице газеты у нас появляются и екатеринбургские удмурты. Ну, я не знаю, привезли мы сюда или нет, но подшивку я привез вот как раз этого года. Там есть статьи, по-моему, да? Да. Если кто интересуется, пожалуйста. Но если кто интересуется, мы хотим, конечно, предложить вам подписаться на нашу газету. Эта газета, я так скажу, понятная, полезная. Я знаю, что и в Свердловской области есть много выходцев, удмуртов из Башкирии. Конечно, им, наверное, интересно, что происходит на родине, на их родине, где, ну, как бы, вот уезжаешь в другие регионы и хочется как-то про свой родной край-то узнать, хочется, поэтому я думаю, это полезно. Ну, сразу скажу, подписка у нас на полгода стоит 300 рублей. Даже меньше, чем в Башкирии. У нас в Башкирии 319 рублей. Вам скидка. Ну, почему? Потому что там почтовые расходы, в каталоге нас нету, в российском каталоге. Есть в башкирском каталоге, конечно, но в российском каталоге нас нету.
Для этого есть свои нюансы, что нельзя попасть сюда пока. И как бы там с финансами все это. Поэтому, если кто хочет подписаться, наверное, вы договоримся, как это будете вы получать. Например, мы будем высылать по почте в конвертах, например, или в библиотеку вот сюда мы можем высылать, бандеролями, например, или же куда вы хотите, можете сами забирать отсюда. Ну, если у нас газета выходит 4 раза в месяц, то 2 раза в месяц мы можем выслать по 2 номера как бы. Мы сегодня обсудили, да, вот предварительно, Да. что если будет желание, будут подписчики поселка Мартюши или Каменского района, то мы можем организовать это, взять на себя. Да. Мы спишемся, и затем будут книги газеты через нас. Есть, конечно, еще версия, электронная версия. Электронная версия стоит 155 рублей. Но это здесь получается, как бы мы высылаем на ваш почтовый ящик такую же газету. Вы просто будете читать на мониторе. Такая же газета, но только на мониторе. Дешевле стоит и высылается сразу в день выхода газеты. Сразу же. Это тоже выход. Тоже выход. Да, и дешевле. Я еще привез, конечно, и библиотека, это, знаете, книги, это храм знаний. Я привез подарок удмуртско-русский словарь. Вот это. Спасибо большое за такой ценный вклад в наш уголок и, наверное, лично для меня еще начнем с этого. Я еще не видел даже такой. У нас же Сфотографируйте меня, еще есть и общественная работа. Как бы у нас работает общественная организация национальная культурный центр, национальный культурный центр Удмуртов Республики Башкортостан, представителем которого является Галям Шимна Бектинович. Он тоже передавал всем пламенный привет. И работает еще историко-культурный центр Удмуртов Республики Башкортостан. Поэтому здесь у нас работа тоже кипит. Кто бывает в Башкирии, это, наверное, видно. Кто родом из Башкирии, ездят, я знаю, домой, на малую родину, так скажем, на родину. И поэтому нам легче вот это, все это организовывать, вот эти, и, конечно, изучение родного языка, это легче. Даже легче, чем в Удмуртии. Как бы. Ну, не легче, наверное, но стараемся вот все это. И, конечно, политика, национальная политика Башкортостана тоже сильная. У нас как бы правительство тоже этому способствует. У нас изучение идет на 6 языках в Башкирии. Также на 6 языках еще и газета выходит. Ну и вот у нас первым редактором нашей газеты был Андрей Гильмаев. Его нет, конечно, уже, к великому сожалению. Его близкие попросили его передать в библиотеку его последнюю книгу, которая вышла «Пумичкон нес на Любчикон нес» на русском языке. Это он писатель, уроженец Татшлинского района Республики Башкортостан. Первый редактор нашей газеты, который вот создал, как бы, его заслуга эта газета. Вот тоже. Эта книга найдется, их читатели, я очень Я надеюсь. еще вот привез книгу знают «Корифеи башкирское изобразительное искусство». Ну, здесь в основном как бы башкирские художники. Тоже полезно, наверное, будет знать. И вот такие календари.
мы выпустили, я на 15-й год это, я оставлю календарь в библиотеке, ну и на продажу, конечно. Календарь стоит 30 рублей, то если если хотите приобрести, пожалуйста, обращайтесь. Ну что еще? Ну, вот мои коллеги, они сами еще расскажут про себя, про свою одежду. Вот они не зря нарядились вот так, да, Лепа? Ну да, и Да. не зря, но мы еще удмурты хотели подчеркнуть, что мы вот удмурты приехали. Да, вот все, Понятно. сейчас они все расскажут. И на удмуртском, и на русском как бы, и все что. И на башкирском, и на татарском. А можно спросить, сколько лет выходит уже ваша газета? Как раз вот в этом году у нас было 15-летие газеты, тоже освещено все это в газете у нас есть. Как раз вот с Шамшеровы ездили к нам, и что вы ездили, да? На юбилей. А финансируется газета? Финансируется газета с правительством республики. Да. ответили, да, Полностью газета, можно сказать, дотационная. У нас как бы своих финансов не хватает даже, ну, мизерная, там реклама мизерная, потому что национальные газеты на рекламе они не зарабатывают. Все национальные пресса Башкортостана финансируются с правительством. И полностью дотационная. Ну, и, конечно, я же говорю, способствует для национальной политики такова, что пока все нормально. И есть у нас Марийская газета, Чувашская, Башкирская, татарская газета и русская. Вот. На 6 языках выходит газета Башкортостана. Так, еще вопросы, может быть? Я просто добавлю своим словам. Есть такая поговорка, да, раз Магомед не идет к горе, гора идет Магомед, да? Да. Потому что наши здесь башки и удмурты всегда все говорят, где же нам, говорит, Ошмес выписывать? Вот, пожалуйста, выписывайте. Он сам специально приехал. Да. А то на все время вопросы, да, как же выписывать? Пожалуйста, выписывайте. Но если вопросы будут, есть у нас контакты, есть сайт, есть там контакты, есть электронная почта, есть телефоны. Мы с радостью вам ответим на все ваши вопросы, если будут вопросы. Все, а вам? Я хочу дать слово Ирине Самиголовой, корреспонденту нашей газеты. Добрый день, дорогие друзья. Не шум под саби интернет дорога. Куш разматы парса, как Чимукден, с радостью, с огромной благодарностью, с желанием вас увидеться с вами. Мы приехали сегодня к вам, на вашу землю Екатеринбургскую. Ну что сказать, если сказать о работе, о нашей газете, раз мы представляем нашу газету, и мне хочется рассказать, что Ошмес — это родник. В переводе с удмуртского на русский название нашей газеты переводится как родник. Родник, вот представили, да, что это значит? Все с детства, с самого рождения, каждый человек без родника, без чистой воды прожить не может. И наша газета не зря носит такое название. Родник — это как бы чистая вода, а у нас как бы газета дарит дух народу, сплоченность. У нас вот удмурты проживают в разных районах нашей республики, и мы ездим по различным районам. Чисто вот наша работа — это постоянные командировки, мы встречаемся с людьми, мы пишем о людях, мы пишем о судьбах, мы бываем на мероприятиях, освещаем все, что происходит, все, что связано с удмуртами. Мы стараемся освещать на страницах нашей газеты. И мы были очень рады. Мы сегодня не случайно сюда приехали, потому что к нам приехали на наш юбилей ваши представители, вот Шамшерова Ольга и Георгий, Валя и Вася. Они были у нас на юбилее. И вот
Мне просто хочется чисто вот так сказать. Когда приехали с Екатеринбурга, у нас были высокопоставленные люди в зале, все удивились. Оказывается, в Екатеринбурге удмурты и в такую даль, они приехали к вам на юбилей. И это было очень приятно. То есть вот этот родник, он сыграл свою роль. То есть какая-то взаимосвязь получилась, да, что удмурты живут, они есть как нация, и они друг друга знают, они открыты друг другу, они хотят быть вместе. И поэтому вот и мы к вам обращаемся, что, как нам говорит редактор, когда он отправляет нас в командировки, он говорит, вот там выписывают газету больше всего. Едете туда, освещаете этих людей. Где подписки больше, там больше у нас как бы материалов оттуда идет. Это понятно почему, да? Если вы будете подписываться на нашу газету, читать, конечно, наш интерес к вам тоже будет большой. И мы захотим писать о вас, о тех людях, которые живут сейчас за пределами Республики Удмуртия, Башкирия, но в душе они удмурты, они знают свою нацию, они хотят говорить на своем языке, помнить свой язык. Мне было очень приятно, что девочка на удмуртском языке, она прочитала стихотворение. Значит, есть желание, чтобы из поколения в поколение язык передавался. Но я очень была рада увидеть, что у вас вот в библиотеке открывается, да, такое направление, как изучение национальных культур, национальных традиций и удмуртский язык. Удмуртская культура была освещена сегодня, презентация очень интересная. Желаю вам больших всяческих побед в работе библиотеки, в работе города, в плане вот Екатеринбурга, области. Мы будем рады сотрудничать с вами, быть у вас, приглашать вас к себе в гости. И я думаю, что вот этот родник, он будет нас сплачивать, мы будем вместе, и вы пропитаетесь родниковой водой со страниц нашей газеты, а мы будем просто сотрудничать с вами, тоже очень рады. Какие у вас вопросы, может быть, ко мне, как корреспонденту? Так, все ясно. Я, наверное, с вами пообщаюсь. Вот сегодняшнее мероприятие не состоялось бы, конечно, без нашего такого сообщества, коллектива, активной общественности. Это ансамбль, вас так можно назвать, да? Зангари? Фольклорный, да? Фольклорный ансамбль Зангари. Вот эти люди, прям звездочки, наверное, на нашей территории вообще в целом, да, что они вот сами по себе очень сильные личности, и очень приятно, что они вот еще и сохраняют традиции свои, национальные, удмуртские. Приехали они сюда, наверное, по стечению разных обстоятельств, попали вот на нашу территорию жители из Каменска-Уральского, жители поселка Мартюш. И вот здесь они объединились, то есть их желание, такое стремление общаться, их объединило вот в эту группу фольклорную. И благодаря, я повторюсь, да, вот их участию, их сподвижничеству мы создаем здесь этот уголок. Вот я очень просила бы вас написать об этом коллективе в вашей газете, что не только там Башкирии, там, Татарии, понятно, вы, значит, сопричастные территории, и там очень большая миграция, наверное, поэтому удмурты, башкирии, это все понятно. А здесь, в России, вот надо написать, наверное, о судьбе каждого, как они попали сюда, более какой судьбы. Почему? Я думаю, что это будет интересно для удмуртов, проживающих на территории Башкирии. Нет никаких проблем, Нам мы открыты вам. Уже вот когда мы зашли в вашу библиотеку, у меня уже возникла мысль, вот надо обязательно осветить сегодняшнее мероприятие у нас на страницах газеты. И когда вот мы встречались на юбилее с Георгием Несолей, с Васей и с Валей, я тогда уже им сказала, вот мы к вам приедем, вы найдите нам таких людей, интересных людей, чтобы мы смогли написать про них, чтобы мы смогли осветить. А те люди, которые получают нашу газету, они ведь за пределами и нашей республики живут, и читают много. Они просто могут увидеть знакомые, родные лица, и это очень много приносит позитива, радости, когда ты видишь на страницах своей газеты тоже
написаны на своем родном языке, каких-то своих людей знакомых. Да, вот напишите о нас, а мы подпишемся на вашу газету. Да, обязательно. То есть поселок у нас из удмуртов, я не знаю, 50% не скажу, но 30%, вот создавали этот поселок, строили этот поселок. Значит, сегодня мы говорили, да, на фермах совхоз поднимали. В общем-то, это люди, приехавшие не в обиду другим, но здесь у нас аудитория, наверное, понимает меня. Создавали этот поселок, это вот удмурты. То есть их трудолюбие, их качество, да, трудолюбие. Сегодня даже такая пословица есть: дерево родит яблоки, а удмурты родят... Удмурты русских. Трудом, там, славятся яблоками, а удмурты трудом, да? Работой, вот это да. Так что вот просьба моя такая, как руководителей. Спасибо огромное. Давайте будем общаться. А как написать? Виктория тоже, да? Такое предложение. Наталья Александровна, я добавлю. Да. Ну, у нас никаких ограничений, географических ограничений нету. Мы даже пишем о тех удмуртах, кто живет за рубежом. Да, в Австрии, например, мы писали там. Мы открыли рубрику, просто вот в прошлом году у нас рубрика называется «Удмурты за рубежом». И мы освещаем, вот как-то с ними связываемся по электронной почте, по сайтам и пишем о людях, которые вот сейчас живут даже за рубежом, являются удмуртами, как мама моего мужа. И так интересно получилось, что я вот сегодня у вас в этом костюме, это вот монетки, тоже украшение, тоже ее, оно передается из поколения в поколение, но у моей мамы 3 сына и дочки нет, и поэтому остается, да, снохе младшей, а я младшая в семье. И так вот интересно, у нас вот брат тут сидит, Слава и Оля, брат моего мужа, и вот когда этнографы приезжали в деревню, да, когда приехали этнографы из Венгрии в деревню, ей было где-то лет 30. И я как вышла и попросили какие-то вот старинные вещи. Она была уже замужем, она вышла, чтобы продать вот этот костюм. И вот папа Славы, нашего брата, просто, говорит, отнял у меня и сказал: ты почему собираешься кому-то продавать? Скоро, возможно, у тебя будут внучки, девочки, и просто сохрани, пожалуйста. Слав, может, ты даже эту историю не знаешь. Вот благодаря твоему отцу вот этот костюм он остался, она передумала. И сейчас вот мои девочки, они в народном ансамбле Шулдыржит выступают в этом костюме. И вот это все вот осталось у нас в семье. Да, ей было 18 лет, когда она вот это все сделала своими руками. У каждого костюма своя история. Вера, наверное, вы сейчас, да, мы вам слово предоставляем. Все-таки месяц Все-таки месяц. Здравствуйте все. В таком странном костюме, может быть, очень много хочется сказать. Аж прямо как воздух вот это все вот глотнуть и вам передать, и чтобы и во мне сохранилось. Я, может быть, чудом попала сюда. Я просто пишу вот эту газету «Ошмес». Я ее получаю с первых номеров. Это у меня как сестра, как подружка. Я ее жду. Прекрасная газета. Что еще? Там освещается все. И традиции, сказали уже, и как удмурты вот появились. Видите, как судьба распорядилась с удмуртским народом. Куда только они не раскинулись. Мы почти что все растеряли. Я вот сама родом с Татышлинского района, с деревни Бегинеево. Вышла в замуж в Арибаш, 35 километров от этой деревни, оба удмуртские деревни. Хотя я с бабушкой выросла, я очень много про удмуртов знаю, все их традиции знаю. Я знаю, как молиться, как поминки проводить, и всякие приметы я знаю. Я рада этому, что я с бабушкой вот так ходила. И вышла в замуж в Арибаш, в единственную деревню, где сохранился куалак.
3 названия куала. Вот чуя, тукля и поска. Вот я отношусь к тукле. Там уже вышла замуж туда. Это единственное, где сохранено. А я в Бегинее была с рода Джумья, но это уже у нас не сохранилось. У нас бабушка, у нас прямо было куала. Бабушка проводила все эти традиции, но потом у нас очень даже черная полоса в жизни пошла. И мне вот что-то подсказало сверху. Куала осталась, мы все разошлись, значит, куала, раз она не действует, ее надо закрывать. Вот эту я традицию тоже провела. Я собрала народ, который вот живет, которые остались еще предки, молились. Но это сказалось, конечно, очень положительно на нас. Так что, которые произошли от этого, удмуртов, старайтесь узнать свои корни. Даже нынче летом приезжала экспедиция с Эстонии, да, ведь, и была француженка, звали ее Ева. Даже во Франции, оказывается, изучают, есть группа такая, которая изучает удмуртский язык. Очень много они у меня взяли, все это записали, все это пошло туда. Конечно, после того, как она уехала, она получила название профессором слова. Это Ева. Мне уже потом пришло такое сообщение. Вот, я рада тому, что я удмуртка. Я дружу с удмуртами. Я еще познакомилась с вами благодаря Ирине, благодаря Альфиту Геннадьевичу, благодаря этому Ошмесу, благодаря мне вот так хотелось встретиться с Георгием и с Олей. Я постоянно смотрела вот по интернету, я говорю, как же они работают, какие они молодцы, сколько в них силы, сколько энергии. Спасибо вам огромное, прямо поклон на самом деле. Костюм. Этот день и этот вечер нам посвященный. Я люблю очень много говорить, так что меня не обессудьте. Вспотела уже все. Я по-простому оделась. У меня все простое. Вот в этом простом наряде, как наряд одеяния, наши удмурты женщины ходили на работу. Это просто не тканое. Они, вот при мне это еще было, но они ткали одежду специально для работы. Они были попроще. Это у меня вот называется бешмет. Бешмет уже осталось, это от слова от татарского, от башкирских, наверное. Уже, ну, есть разница же, все равно вот бешмет. Этот бешмет, она одевалась в холодную погоду, прохладную погоду. Они были со сменкой, были и на работу, и на наряд, на свадьбу в этом не идут. У нас камзол. Вот, сейчас они, конечно, очень нарядные. И потом женщины никогда без этого не ходили, без украшений не ходили наши женщины. И вот до сих пор есть у нас женщины, которые в возрасте, они без бус не выходят. Вот. И не очень слишком много, и не очень мало они на работу вот так одевали в этом наряде. Были женщины, которые вот не оставляли вот этот головной убор маллай. Это маллай тоже уже произошло от башкирского уже смесь. Мангайлак, наверное, это вот мангайлак, это налобник, да, ведь. И вот и наши назвали маллай. Те, которые побогаче жили, они одевали вот с таким украшением, показывать, что это семья богатая, девушка на предание или женщина. А вот те, которые по беде, надо было мне вот это одеть, а вот это себя это дать. Но мне хотелось показать, что я богатая. Все время лапти носили.
эти портянки, вот, бинятон, их тоже ткали, но у меня не тканые, это как показной уже, мы там выступаем все время, вот. Я специально уже храню, берегу и стараюсь, я даже на свадьбу вот так хожу, вот в этих лаптях, потому что в них очень удобно и плясать, и ноги не мерзнут, и не потеют. Так что наши удмурты, вот предки все знали. И потом, как я узнала, что сюда приеду, можно было вот, я даже представления не имела, что к чему, как, что вы, или вы музей открываете, или вы библиотеку только на удмуртском языке, или что. Было, конечно, что принести, но у меня в один миг пришло такое, мысль такая пришла. Все равно, говорю, где-то что-то такое будет применяться. Вот быстренько сшила нагрудник. Это нагрудник, совсем она уже исчезла с удмуртской. И нет, в диалекте уже их, это маркашет называется. Так, еще раз повторите. Маркашет, нагрудник. Это одевали женщины. Девушки их пока еще не одевали. Женщины вниз платья одевали. Вот эта веревочка специально она шилась подлиннее. Из-за чего? Потому что у кого-то груди прекрасные, а у кого-то хоть йодом помажь. Вот женщина, которая кормит ребенка под платьем, как здесь, открывает пуговицы и никогда грудь свою не показывал никому. Кормил ребенка под этим нагрудником. Это вот, чтоб не сглазить. А они всегда сшивались так. Здесь вот украшения бывало. И я это хорошо помню, как еще мамы наши, бабушки одевали. И обязательно вот здесь должна быть серебряная монетка. Оберег. От сглаза и от того, что груди у женщины были всегда здоровье. Почему раньше не болели с мастопатией? Почему не было очень мало раков? Потому что серебро носили. Серебро все оно берет. Те, которые больные, вот у них болеет где-то что-то, серебро моментально оно темнеет. Моментально темнеет. Это все уже доказано, это уже все знают. Вот эти наши женщины-удмуртки, всегда у них на ленке были такие украшения, обязательно там серебро вот было. И потом ребенка прикрывают, кормят, и никто не видит, ребенок прекрасно засыпает там. И потом же, когда ребенка убрали, всегда уходили же женщины далеко, днем, может, и не приходили, бабушки смотрели детей, молоко-то течет. Во-первых, уже платье, оно у тебя не замарается, и она уже опять оберегает ее. Так что, чтобы вы имели представление вот о таком потерянном вещице, отдаю вам, я уж, Оля, вам не дам. Скажите, пожалуйста, вот в национальных костюмах есть вот этот нагрудник, он еще и сверху как бы есть украшение. Или это вот только такой был, а вот украшенные сверху не носили? Есть, были. Есть и сверху, и которые, сверху да? есть, и сверху есть. А бабушки, представляете, вот сейчас я скажу, моя бабушка, она родилась в 1896 году, а ее сестра была в Чикашах, она жила, а не Чикашевской, Пермской области, Удмурты давить. Оттуда ее сестра приезжала, перед глазами вся в тканом, и у нее нагрудник вот такой вот, круглый. И она была вся расшита, украшена, старушка, а никаких украшений не было. Она была уже очень пожилая. Вот у Ирины, вот здесь второй этот подол, кашемир, чистый кашемир. Она была сшита полностью из чистого кашемира, только зеленый, красный, яркий. Вот бабушки носили вот такой нагрудник. Бабушки именно. Ага. Они потому что даже уже пуговки не застегивали, им может быть и жарко, туговато, вот уже не любишь с возрастом, а это прикрывала. Вот это, ага.
Так что, да. Это чтобы не сгладили наше начинание, да? Да, чтобы начинание наше не сглазили. Да, да, у нас очень здорово. Спасибо вам. Да. Все, точно говорим. У нас присутствует среди нас представитель от нашего управления культуры Каменского городского округа. Спешилова Галина Николаевна. Она может вместе с тому, как директор Центра культуры. Добрый день всем. Я, наверное, сначала скажу не как представитель управления культуры, а как частное лицо. Вы меня очень растрогали сегодня. Вы заплакали, я заплачу. Сама я тоже родилась в Борисинском районе. Сама я удмуртка. И вот я доброй завистью завидую вам, что вы знаете корни свои, вот свою историю. Я смотрела сегодня и вот честно позавидовала. И вот я думаю, что вот эта политика государства сейчас, да, сохранение нашего межэтнического отношения, толерантность, это вот какое-то подспорье, то, что мы с вами все вместе встречаемся сейчас, да. У нас в районе есть вот такая тоже Таисия Григорьевна Никифорова. Не только удмуртов, да, разбросали корни, удмурты разбросали свои корни по всей России, но вот она тоже начала вот этот путь добрый, собирает вокруг себя чуваши, и не только чуваши, все национальности, которые... И я думаю, что вот начала путь Таисия Григорьевна, и с огромной благодарностью сейчас и от управления культуры, от начальника, от Влады Анатольевны, она меня просила передать огромную благодарность Наталье Александровне, нашему ансамблю любимому Зангари, которые на самом деле так активно взялись за эту работу, собрали всех нас вместе, да. И хотелось бы, чтобы ваша сегодня начинающая выставка, она расширялась, чтобы нас было здесь больше. И пожелать вам вот таких теплых отношений на дальнейшие годы. Я очень люблю вас, я удмуртка, я теперь этим горжусь. Хотя вот на самом деле Насима Светловна говорила, вот, мы приехали сюда давным-давно, выросла я здесь. И вот мне сейчас стыдно, что я стеснялась, что я удмуртка. В журнале писали, да, удмуртка. А сейчас я даже сожалею, что нет родителей, уже они умерли. Было бы такое счастье всем нашим родителям встретиться с вами. Спасибо вам, низкий поклон. Ну, наверное, хорошо, что все хорошо заканчивается. И вот именно вот сменилась, да, политика государства нашего, и вот и в Москве, и в области в нашей, и вот создаются такие консультативные советы по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями. И у нас в нашем Каменском городском округе такой совет тоже создан. Хорошо, что это произошло. И вот здесь у нас присутствует член этого совета Дичкова Татьяна Александровна. Она также является ведущим методистом нашей библиотеки центральной. Я предоставляю Женщины, мы тоже у нас у всех близко, всем это все близко. Почему близко? Тоже у меня в свое время мои предки приехали с Дону, казаки, также выслали их, так скажем, трудолюбивых людей. Трудолюбивые, это самое. И весь Мартюш у нас ведь здесь ссыльный поселок. Поэтому, почему я говорила, Наталья Александровна, что он строился трудолюбивыми удмуртами, чувашами, русскими, казаками, всех, кого сослала, значит, советская власть за свой труд, кулаками, так их считали. Но они и здесь не пропали, и здесь подняли хозяйство. Здесь эти земли, когда жили они в землянках, все было, значит, здесь холод, голод, а сейчас у нас сколько процветает, да, здесь край. Благодаря вот таким людям трудолюбивым. Может быть, эти края-то бы никто не поднял, если бы не приехали эти трудолюбивые люди и не подняли все здесь это, да, как Целину в свое время. Поэтому нам все это близко, мы все, в общем-то, наверное, у всех такая судьба, у всех такие корни.
А что хочу сказать? В этот координационный совет, вот он создан недавно, мы входим туда как раз все. Нас тут трое таких. Алевтина и Таисия, да, Григорьевна. Мы трое там представляем, вот так скажем, значит, удмурты, чуваши и культура, библиотека. Это хорошо, конечно. Вот мы последний раз были с Натальей Александровной и с делегацией из Каменска-Уральского в области. И вот уже говорили, что действительно сейчас политика правительства нашего Свердловской тоже области о создании вот этих толерантности такой, значит, да, межнациональной, религиозной это самое. Слово толерантность кто-то не понимает, вот это не то что терпимость, а это уважение к другим культурам, понимаете? И вот говорят, вот мы тут спорили, я ездила, тоже училась, и говорили, вот вы такое слово не употребляете к национальностям, толерантным, что нельзя быть толерантным. Я говорю, как нельзя? Это же не только я терпимо, да, отношусь к чужой вере, я у вас с уважением отношусь, я русская вроде бы, да, но мои корни там намешаны по ходу всего, и даже не знаю, потому что казаки, они же беглые были Алимовы, кто их знает, кто вот у меня там в родстве, тогда все это скрывалось, и все это вот здесь все это стиралось, тоже утрачены какие-то традиции, очень радостно, что сейчас люди хотят снова воссоединиться, хотят свои корни, значит, найти, чтобы сохранить вот это, и вот самая-то главная наша задача вот сейчас. Конечно, хорошо, что, допустим, вот люди старшего поколения объединяются, но я считаю, как бы уже как методист, да, немножечко сказать, представить о своей работе. Ирыгун Булдыр, Хаклахназин. Добрый день, дорогие друзья. Ну, правильно, что вот такой душевный сегодняшний вечер. Очень приятно. Так задушевно. Вот мы тоже, чуваши тоже собираемся, точно так же. И так приятно, но мы каждый свой вечер, который мы проводим, и праздники, и вечера, мы приглашаем тоже всех национальностей. Вот, которые, ну, у нас вот Центр национальной культуры в Каменск-Уральском, там мы открыли в городе сначала, а я очень рада. Наталья Александровна, все-таки сейчас уже откроется у нас в нашем Каменском городском округе. Я этого, конечно, долго ждала, потому что ну, я работаю как бы как заведующим клубом на Продовском, и как-то получилось так, что мы ездили по своей работе, нас приглашали в Екатеринбург на День города. И там надо было показывать подворье. Как я вам сейчас рассказываю, как мы начали вот эту чувашскую культуру-то развивать, да. И там мы с подворьем. А мой муж говорит, как мы там, как мы будем представлять все это? Давай вот так сделаем. Это, конечно, все инициатива моего мужа. Закисинте саралара. Сетилисинте гогаряшки, улмазирла тяжкий. Я просто перевела. Ну, нас ждут гости и открывают настежь двери. И на скамейке стоит ведро с пивом, а на столах кугарьяшки. Кугарьяшки – это суп с петуха и улмазирла тяжкий. И ягоды, в общем, овощи, фрукты – это все на столе. И ждут гостей. Вот. Да.
Еще на этих пластинках вот эта иголка еще играет, наверное, да? Саксофон, как это называется? На чем? Нет. А на чем проигрывается? Это кассета, пленка. Пленка еще такая, да. Патефон у нас есть в музее, но он не рабочий. Нет, он спрашивает, на чем проигрывается. Пластинка это или что? Это кассета, запись. Нет. Первоначальное звучание, это из чего сделано? Спрашиваю. Записываю сразу на эту кассету. На магнитофон. Все. Душечная, конечно. На кассетный. На ленту. Баля, блин, берег сковал эти. Во второй ряд тогда. Синий входят во второй ряд. Ася, вниз. Подай. Шаля вниз, Аля. Не входите все не входят. Не входите. Ой, что такое? Ты там поешь мирострел? На неделю слушают все. Садимся кушать, конечно, садимся. Орте. Пукшила. Ну, понятно, что такие красивые. Чего
Пойдем? Ну да.